Ассаламу алейкум, добрый день. Сегодня я бы хотел бы еще раз рассказать вам уже более подробно, развернуто, имея новую информацию о вчерашнем приговоре Высшего суда Берлина, о приговоре полковнику ФСБ Вадиму Красикову о вынесении ему высшей меры наказания лишения свободы пожизненно без права досрочного освобождения. Но немножко предыстории. На протяжении уже десятилетий Россия убивает чеченцев разными способами, и не только чеченцев. Травит, взрывает, расстреливает в уголках всего мира. И 23 августа 2019 года было совершено убийство Зелимхана Хангашвили. Это было не первым и не последним убийством чеченцев за территорией Чеченской Республики Ичкерия и России. Ранее был убит в Катаре Зелимхан Яндарбиев, экс-президент Чеченской Республики Ичкерия. Двое его убийц были задержаны, но потом отпущены катарским правительством, катарским судом. И в Москве встречали с красной дорожкой, и ни одного дня они не отсидели. Россия убивает везде и всюду. Россия и Путин с Патрушевым убивают также и русских. Убивают они русских нашей страны, Чеченской Республики Ичкерия. И также они убивают россиян. В 1999 году для того, чтобы захватить власть, поднять свой рейтинг, Путин и банда ФСБ взорвали дома в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. В Рязани были задержаны трое сотрудников ФСБ, которые на следующий день были отпущены по требованию ФСБ лично Николая Патрушева, который назвал попытку взрыва дома в Рязани учениями, и что это была не взрывчатка, а сахар. После этого начался второй этап геноцида чеченского народа и массированные бомбардировки города Джохара и его окрестностей. Так началась Вторая русско-чеченская война, в которой погибло 30% от граждан Чеченской Республики Ичкерия, то есть 300 тысяч чеченцев, среди которых 300 тысяч человек, граждан Ичкерии, среди которых 42 тысячи детей. 26 тысяч чеченцев были незаконно по сфабрикованным делам осуждены от 10 лет и более. Многие погибли в русских концлагерях. Но немного возвращаясь, уходя от темы путинского геноцида чеченского народа, возвращаясь к основной теме, которую я сегодня вам хочу представить, это вчерашнее решение Берлинского суда. Это очень важные моменты, которые лягут в основу делегитимизации путинского режима. И Путин, очень надеюсь на это, будет привлечен к уголовной ответственности. Не табакеркой по голове закончится его бесславная жизнь, а на скамье подсудимых. Это очень важно для того, чтобы установить все детали истины и всех преступлений, которые совершил этот преступник со своей кликой. Итак, важно отметить, что сказал вчера, 15 декабря 2021 года, судья Высшего суда Берлина Олаф Арнольди, оглашая приговор Вадиму Красикову. Убийство Зелимхана Хангашвили, сказал Олаф Арнольди, могло произойти только с одобрения президента. То есть Арнольди заявил, что по российским законам Россия имеет право убивать за границей террористов или тех, кого она посчитает террористами. Именно в кавычках он сказал про террористов. Но даже в таком случае
только с одобрения президента может совершаться это преступление, это убийство. Тем самым, на мой взгляд, немецкий судья прямо указал на Владимира Путина. Далее Арнольди сообщил следующее. Некоторые СМИ предположили, что здесь судят Россию или даже Владимира Путина. Это вводит в заблуждение. На скамье подсудимых находятся только осужденные. И тут мне от себя хочется добавить, пока судят только Вадима Красикова, и пока только на скамье подсудимых нет Владимира Путина. И не судят пока лишь только Россию, что несомненно должно произойти. Государственные органы правительства Российской Федерации приняли решение о ликвидации Торнике, так зовут Зелимхана Хангашвили по документам, Хангашвили в Берлине, сказал Арнольди, добавив, что Россия выдала Красикову фальшивые документы, с которыми он должен был отправиться на убийство. Тут стоит отметить момент, что имеет в виду судья, о том, что во время задержания Вадим Красиков предъявил документы выданные официальными органами, не липовые, а настоящие государственные документы, паспорт и другие документы на имя Вадима Соколова. Во время задержания Вадима Красикова он предъявил именно эти документы. Тут важно еще отметить момент, как супер-пупер профессиональный, матерый, без сомнения, серийный наемный убийца Вадим Красиков был задержан высокопрофессиональными немецкими полицейскими одним выстрелом в воздух. За что отдельная благодарность берлинской полиции и всем, кто принимал участие в задержании этого преступника. Также Арнольди назвал мотив убийства. Хангашвили был убит, считает Арнольди, 3 выстрелами из пистолета «Глок» солнечным августовским днем 2019 года в отместку за свою роль в борьбе на стороне чеченских борцов за свободу против Москвы в 2000-х годах. Хангашвили отказался от борьбы с Российской Федерацией за много лет до этого. Он не держал в руках оружие с 2008 года, сказал Арнольди. Тем самым, видимо, имея в виду, что Зелимхан Хангашвили принимал участие в русско-грузинской войне, гражданином Грузии, которой он являлся. Это не было актом самообороны со стороны России. Это было и есть не что иное, как государственный терроризм, заявил судья. Судья сказал, что убийство Хангашвили было профессиональной операцией, которую невозможно было провести без сообщников в Берлине. К сожалению, сообщники в Берлине не были установлены. Кроме одного выпавшего из окна, который подозревается в организации этого убийства, некий Кирилл Жало, о котором я вам позже скажу, и еще одно лицо, которое скрылось с места преступления, тоже офицер ФСБ по фамилии Афанасьев. Арнольди также сказал, что представленные украинскими властями фотографии с его свадьбы с украинской женой вместе со сравнением с его татуировками, вне всяких сомнений доказали, что предъявителем фальшивых документов был человек, которого они опознали как агента Службы безопасности ФСБ России. Ранее прокурор Николаус Форшнер ходатайствовал об установлении особой степени вины за акт государственного терроризма и приговорить к пожизненному заключению Вадима Красикова, которое практически исключало бы досрочное освобождение в случае вынесения обвинительного приговора. Вчера требование обвинения удовлетворено полностью. В связи с этим я лично от себя, как руководитель
Human Rights Center Ичкерия, Аслан Арцуев, а также от всех чеченцев выражаю огромную благодарность всем лицам, всем людям, принявшим участие в деле установления истины. Огромное вам спасибо. Для нас это невероятное достижение немецкого правосудия и вообще европейского международного правосудия, установления истин и справедливости. Без сомнения мы признаем в это трудное время такое решение не оставляет ни малейшего сомнения в том, что немецкий суд является настоящим, свободным, независимым, объективным судом, которого никогда не было в России и, вероятно, в ближайшее время не будет. Далее, возвращаясь к Кириллу Жало, который выпал из окна, буквально за несколько дней до того, как родственник Вадима Красикова, родственник по линии жены, представил документы, фотографии и опознал Вадима Красикова как офицера ФСБ, который также на суде сообщал, что Вадим Красиков хвастался личным знакомством с Владимиром Путиным. Западные посольства России раньше привлекали внимание в связи с загадочными смертями. Ранее в этом году молодой дипломат был найден мертвым на одной из улиц Берлина после того, как он упал из окна с верхнего этажа посольства. Россия отказалась провести вскрытие и репатриировала тело в Россию. Погибший оказался сотрудником посольства Кирилл Жало, сыном, внимание, начальника управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями. Кирилл Жало был переведен в посольство Вены в Берлин за 2 месяца до акта государственного терроризма, то есть убийства Зелимхана Хангашвили. Вчера же, после оглашения приговора, в МИД Германии был вызван российский посол в Германии Сергей Нечаев, которому было сообщено, что 2 российских дипломатов, сотрудников дипломатического посольства России, признаны персонами нон-грата и должны покинуть Германию, заявила министр иностранных дел Анна-Лена Байербок. Еще раз выражаю благодарность немецкому правосудию, немецкому суду за объективную, за честную работу, за то, что дали надежду всем чеченцам, находящимся, и не только чеченцам, всем людям, живущим и наблюдающим за событиями, развивающимися в России, как они беспрепятственно убивают людей, безнаказанно убивают людей. И это надежда на то, что справедливость в мире есть, и эту справедливость, и эту надежду нам дал немецкий суд. Призываю чеченцев, которые проживают в Европе, соблюдать, уважать законы тех стран, которые нас приютили, относиться уважительно к судебной, правоохранительной, государственной системе тех стран, в которых мы находимся и проживаем. И да сопутствует нам удача в защите прав человека. Всего самого хорошего. До свидания.